В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Главные темы этого выпуска. На автозимниках республики увеличена грузоподъемность. Бесплатные консультации психолога могут получить жители Ленского района. Крещенские купания в Якутии состоятся 18-19 января. Грузоподъемность автозимников увеличили в Мирнинском, Оленёкском, Анабарском, Ленском, Усть-Майском и Кобяйском районах. Так, движение для машин общим весом до 15 тонн разрешили на участке зимников Сангар, Ситте, Батамай, Булус, автодороги Сангар и Кобяй, Хатынурях-Кальвица, Сангар, автодороги Кобяй. Грузоподъемность до 30 тонн увеличили на участке Удачный, Оленёк, Юрюн-Хая, зимника автодороги Анабар и на участке Ленск-Хамра, зимника автодороги Умнас. Также с сегодняшнего дня повышается грузоподъемность до 30 тонн на участке Усть-Мая-Эльдикан с ледовым автозимником через реку Алтан. В МВД России планируют изменить билеты теоретического экзамена на права, чтобы у будущего водителя было понимание, как необходимо вести себя в различных ситуациях на дороге. Сейчас эти изменения прорабатываются. В МВД подчеркнули, что нововведения нужны для снижения аварийности по вине водителей со стажем менее 2 лет. Кроме того, министерство в целом планирует совершенствовать систему допуска людей к управлению авто. Главная цель изменения билетов – смещение акцента от заучивания конкретных требований и правил дорожного движения к осознанному пониманию безопасных действий при управлении машиной. В Евросоюзе надеются на возвращение российских туристов весной этого года. Но это будет зависеть от сертификации ВОЗ вакцины «Спутник Ви», рассказал исполнительный директор Европейской комиссии по туризму Эдуардо Сантандер. Отметим, 74% поездок россиян приходится на Европу, поэтому граждане Российской Федерации играют чрезвычайно важную роль для рынка. Напомним, 9 января Израиль открыл границы для всех привитых спутником Ви иностранцев. С момента постановки прививки до въезда в страну должно пройти 14 дней. Айсан Николаев поручил принять меры для того, чтобы не допустить роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Глава Якутии отметил, что в целом по республике наблюдается снижение темпов заболеваемости. Однако опасения вызывает то, что к началу рабочей недели выросло количество регистрируемых случаев. Если в начале прошлой недели было зафиксировано 70 случаев, то на вчерашний день 85. Помимо этого растет заболеваемость по городу Якутску. Оперативным штабам на местах поручено предпринять все необходимые меры для того, чтобы не допустить подъема заболеваемости. Риски дальнейшего распространения COVID-19, в том числе штамма омикрон, наиболее высоки. Это связано с тем, что в период каникул люди активно перемещались по районам республики и в целом по стране, выезжали за границу. Основной подъем заболеваемости коронавирусом прогнозируют в феврале. Единственный способ надежно от себя защитить – это вакцинация. Как работают прививочные пункты и какие препараты есть в наличии в республике, расскажет Мадина Халикова. Вирус стал заразнее и распространяется быстрее. Третий год мир живет в условиях пандемии коронавируса. И формы инфекции постоянно мутируют. Не успели люди оправиться от тяжелой дельты, как ей на смену пришел более контагиозный омикрон. И пока в Якутии его еще нет, но после длинных выходных вероятность завоза не только из-за границы, но и регионов очень высока. Специалистами в ближайшее время прогнозируется рост заболеваемости, вызванной новым штаммом омикрон. Этот штамм будет характеризоваться преимущественным поражением иммунной системы, очень высокой заразностью и способностью к быстрому распространению, что, конечно, может вызвать перегрузку системы здравоохранения. После осенней волны заболеваемости сейчас идет значительный спад, и тому причина – высокие темпы вакцинации. Жители республики даже в новогодние праздники проявляли ответственность и приходили в прививочные кабинеты, которые не прекращали работу. В праздничные дни мы работали ежедневно с 9 до 3. Средний темп вакцинации у нас был. За вообще новогодние праздники мы вакцинировали около 400 человек.
На данный момент все вакцины у нас в наличии. Гамковид-Вак, Спутник Лайт, Эпивак Корона и Ковивак. Призываю население вакцинироваться, так как идет очень опасный штамм ковида. Это получается омикрон штамм, да. После вакцинации, конечно, защита будет намного лучше. Нельзя забывать и о ревакцинации. Проводить ее нужно спустя 6 месяцев после получения прививки либо перенесенного заболевания. Кроме того, уже есть случаи одновременного заражения коронавирусом и гриппом, что характеризуется резким подъемом температуры и потерей вкуса и запахов. Это обычная практика уже, микс инфекций разных ОРВИ и новой коронавирусной инфекции. В общем, клиника ничем не отличается от новой коронавирусной инфекции и от гриппа. Симптомы схожи и выявляются в основном только лабораторно. В феврале мы ожидаем подъем заболеваемости, и сейчас самое подходящее время получить вакцину и выработать иммунитет. Чтобы остановить распространение коронавируса и вернуться к нормальной жизни, необходимо, чтобы привилось 80–90% населения. Сейчас в республике этот показатель чуть более 70% среди взрослого населения. Прививочные пункты ежедневно работают во всей республике. Записаться можно как по телефону, так и на портале госуслуг. Мадина Халикова, Григорий Охлопков, Якутск. Бесплатную психологическую помощь могут получить жители Ленского района. Комитет по молодежной и семейной политике, помимо ряда разнообразных мер социальной поддержки, оказывает и такой вид услуги. Получить бесплатные консультации специалиста могут жители района в возрасте до 35 лет. Если ранее психологическая помощь оказывалась только детям и семьям, то теперь обратиться к психологу комитета могут и подростки, и молодежь. Это можно сделать через страницу комитета в Инстаграме, других соцсетях, посредством таких служб, как органы опеки, КДН и ПДН и просто лично. В комитете организован психологический кабинет, где созданы все условия для проведения консультаций. Сейчас, во время пандемии, психолог работает в онлайн-формате, но при острых формах течения заболевания приглашает людей для личной встречи. За декабрь было оказано 17 индивидуальных услуг. Плюс еще была диагностика, где приняли участие около 160 студентов. Мы работаем тоже с техникумом. Сейчас достаточно часто стали обращаться с повышенной тревожностью, с паническими атаками. Возраст, если повышенная тревожность, это лет 20–25. С апатичным настроением, с какими-то признаками депрессивного состояния, такие апатии, это больше, конечно, подростки. В Хангаласском Улусе выписали первых детей столетия. Мальчик Иннокентий и девочка Илона появились на свет в роддоме города Покровска. Их семьи стали первыми в районе обладателями сертификата номиналом в 100 тысяч рублей в рамках столетия Якутской ССР. Напомним, средства сертификата можно использовать по 8 направлениям. Наш сын родился 6 января 2022 года в 14:03. Рост его составляет 50 сантиметров и 3 килограмма 660 граммов. Уже знаете, как назовете его? Да, в честь дедушки Иннокентий. Вообще вы, наверное, не ожидали, что вот получите такой сертификат «Дети столетия». Есть уже какие-то мысли, на что вы направите эти средства? На улучшение жилищных условий. На улучшение жилищных условий. К другим темам. Всего 72 пожара, из них 44 в жилом секторе, зафиксировали в Якутии с начала года. В результате возгораний и травм различной степени тяжести получили 5 человек, погибших нет. Пожарные спасли и эвакуировали свыше 30 человек. Основными причинами пожаров явились неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации печей и нарушения при использовании электрооборудования. Благодаря слаженным и оперативным действиям огнеборцев Якутии было спасено и эвакуировано свыше 30 человек. Ярким примером доблести и мужества огнеборцев является пожар, произошедший 7 января в многоэтажном жилом доме по улице Стадухина в городе Якутск. На ликвидацию данного происшествия привлекались 5 единиц боевой техники и 51 человек личного состава Якутского пожарно-спасательного гарнизона. Главное управление МЧС России по Республике Саха-Якутия напоминает жителям и гостям нашей республики о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности.
С 30 декабря по сегодняшний день в Якутске отловлено 359 безнадзорных собак. Ежедневно эту работу выполняют 10-12 бригад. Всех животных доставляют в пункт передержки на Очиченко, а также во временный пункт на автодорожном округе. В усиленном режиме работают диспетчерские службы по приему заявок от населения. Они принимаются как по чат-боту, так и по телефону. Подробнее, как устроена их работа, в материале Ульяны Шагиной. Там свора собак получается, да? С начала усиления работы по отлову собак в Якутске, это еще в конце прошлого года, в Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям столицы поступило огромное количество заявлений от населения. Усилили работу и бригад по отлову бродячих собак. Ежедневно у нас в день выходит по 10-12 групп отлова. Данные группы отлова усилены работниками окружной администрации, а также подведомственных учреждений. Плюс к этой работе привлечены работники МВД Якутская, ГБУ служба спасения республики и других предприятий. При этом хочу отметить, что первые дни заявок от жителей было очень много. За дни работы чрезвычайных ситуаций количество заявок заметно уменьшилось. В день тогда поступало до 400 заявлений от граждан. Сейчас их стало в разы меньше. Тем не менее, эта работа не прекращается. Основной поток заявлений с фотографиями и видео с бродячими животными поступает на специальный чат-бот по номеру WhatsApp. Сейчас вы его видите на своих экранах. Номер можно сохранить в телефоне и, увидев собаку, незамедлительно предупредить специалистов. Ну вот автодорожный, центральный. Сайсарский тоже много. Подробно пишут, где, возле чего находится, под домом. Все указывают заявители. Но если не указывают, мы уточняем. Какой адрес. Где видели, да? Да. Под каким домом? Да. В сообщениях советуют указать не только район, где вы увидели собаку, но и постараться точнее указать рядом стоящий дом, гараж или другое здание. Ведь собаки невероятно умные и хитрые животные, так что поймать их задача не из простых. А такая информация поможет быстрее найти собаку. Помимо чат-бота, куда поступают ватсапные сообщения от горожан, отрабатываются и телефонные звонки по безнадзорным животным. Все эти заявки здесь в службе ИДДС обрабатываются тщательным образом и направляются уже в бригады по отлову собак. На сегодняшний день на 12 часов только в ИДДС уже поступило около 30 телефонных звонков от горожан. Все отловленные собаки передаются в пункт передержки по улице Очиченко, где сейчас идет работа по его расширению. Кроме того, еще один временный пункт переоборудован в автодорожном округе. В целом, с 30 декабря по сегодняшний день специалисты уже отловили 360 собак, 79 из которых в автодорожном округе. Режим повышенной готовности для всех структурных подразделений мэрии продолжает действовать. Ульяна Шагина, Джулус Иннокентьев, Якутск. В Якутии в этом году крещенские купания пройдут с 17 по 19 января. В эти дни якутская территориальная подсистема РСЧС будет функционировать в режиме повышенной готовности. На местах должны дежурить аварийно-спасательные службы, правоохранительные органы и медики. Из-за эпидемиологической ситуации особое внимание будет уделено соблюдению действующих ограничений по коронавирусу. У меня к этому часу вся информация. Оставайтесь с нами, мы следим за развитием событий.